белые розы, и в мир уводить жестоких вьюг холодных ветров. Пиши ты, что с ними сделал, снег и мороз. Холодно, но весело! Сегодня Федерация профсоюзов Республики Коми проводит митинг за сильную Россию, за сильную республику. На митинг приехали и присутствуют города Инта, Сыктывкар, Усинск, Ухта, муниципальные районы Нижнепогодский, Каткировский, Печора, Прилуцкий, Сосногорский. Воркута! Воркута, я сказал! Сысово! Ну-ка, Сысово, крикните! И вы знаете, это правильно. Потому что мы все беспокоимся о будущем не только республики, но и России. Наше общество развивает демократические свободы, и мы достигли определенных в этом успехов. Но в последнее время настораживает визг тех претендентов на бывший государственный пост, которые кричат: мы ни за что не признаем выборы, если не выберут нас. Вот именно так развивались все цветные революции. Вот именно так проливалась кровь в тех странах. Я и мои коллеги против этого. Государственный департамент США бросает миллионы своих долларов на то, чтобы подкупить или каким-то образом дестабилизировать Россию. Мы говорим им: нет, мы за то, чтобы мы развивались стабильно. Мы за мир, мы за нашего сильного президента. Добрый день, дорогие жители республики. Я держу в руках часы, которые сегодня на морозе работают без проблем. И вот здесь мы видим, что наша жизнь, наши годы, наше время, как песок, как песчинки протекают. И когда мы закончим этот митинг, вот это время кончится. Но это уже будет вчера. Каждый из нас хочет, конечно же, жить сегодняшним днем. Вчера я купил газету «Комсомольскую правду». Одна из любимых моих газет, пролистал ее и увидел там мнение Собчак о ситуации, которая творится сегодня в стране. И она сетует на то, что на ее блог, на ее сайт приходит огромное количество разных неприличных выражений, и ее призывают умереть не вовремя. И она задает вопрос, почему это происходит. Есть сказка, в которой написано: посеявший зубы дракона может вырастить только дракона. Сегодня на Манежной площади в Москве, на проспекте Сахарова, на Болотной площади будут проходить митинги, где нас будут призывать к тому, чтобы мы должны уйти назад. Но время назад не вернешь, оно уходит и уходит безвозвратно. Когда-то я работал в органах внутренних дел, моим начальником был уважаемый человек, слава Богу, он еще жив, Александр Сергеевич Грачев. И он мне однажды сказал: Павел, никогда не занимайся критиканством, занимайся критикой. Я спросил Александр Сергеевич: а что такое критиканство, что такое критика? И он сказал мне: критиканство, когда ты что-то говоришь и ничего не предлагаешь. А критика, когда ты что-то говоришь и предлагаешь, как это изменить. Я призываю всех вас, всю страну, заниматься не критиканством, а критикой.